Путин. Дети мигрантов должны обрусеть. Москва. Митинг в защиту Иззата ОМОНа. В Бишкеке задержаны мусульманки, выступавшие в защиту пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются. Президент Путин выступил против школ, укомплектованных только детьми мигрантов. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС. В некоторых европейских странах, да и в Штатах тоже, повторяю, там, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Сейчас не буду останавливаться на причинах, я думаю, что каждому взрослому человеку они понятны. И там образуются школы, которые чуть ли на 100%, не чуть ли, а фактически на 100% укомплектованы только детьми мигрантов. И это большая проблема. Значит, нам нужно иметь в виду вот эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода. По словам Путина, доля детей мигрантов в школах должна быть такой, чтобы дети мигрантов интегрировались в русскую культуру. И количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой, культурной вообще. Чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей. Это языковая адаптация мигрантов. Эксперты отмечают, что это далеко не первая попытка российских властей по ассимиляции колонизированных ею народов. В условиях демографического кризиса, за которым следует серьезная нехватка рабочей силы, место, по сути, вымирающего местного русского населения занимает миграция как из мусульманских регионов России, так и из стран Центральной Азии. Причем последние приносят с собой высокую степень религиозного самосознания, которую сохраняют и впоследствии. В Москве 2 апреля таджикские трудовые мигранты собрались у здания посольства Таджикистана на акцию протеста в защиту выданного в Таджикистан правозащитника Иззата ОМОНа. В социальных сетях опубликовано видео с места проведения акции протеста. На одном видеоролике видно, что в пятницу после завершения пятничной молитвы на проспекте Мира, прямо не отходя от мечети, таджикистанцы самоорганизовались и направились прямо к зданию посольства Таджикистана в Москве. Возле посольства собрались более 200 человек с требованием немедленно освободить правозащитника. Вот автобусы. Через некоторое время к месту проведения митинга прибыли сотрудники полиции и ОМОН, которые начали жестко задерживать участников акции протеста. По различным данным, было задержано более 70 человек. Также в Германии у посольства Таджикистана таджикские активисты провели пикеты в защиту Иззата ОМОНа с требованием освободить правозащитника. На акции собралось несколько десятков человек. И совсем недавно я создал петицию в отношении нашего мусульманского брата, таджикского правозащитника Иззата ОМОНа. YouTube-блогер Каджа ТВ Михаил Нигматов инициировал на портале Change.org сбор подписей под петицией «Азади Ба Иззат ОМОН», которую к 5 апреля подписали более 25 тысяч человек. Напомним, что 25 марта появились первые сообщения о похищении Иззата ОМОНа сотрудниками московской полиции. 26 марта в новостной ленте МВД Таджикистана появилась публикация о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и правозащитник объявлен в розыск. 27 марта МВД Таджикистана сообщило о задержании Иззата ОМОНа в аэропорту города Душанбе в рамках данного уголовного дела. فدراسیا روسیه جام اومده از حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش و طلب میکنه که حامی حقوق ایزات ОМОНа آزاد. Задержание правозащитника вызвало бурю негодования в таджикском обществе. В соцсетях таджики выступают с требованием освободить Иззата ОМОНа. В ответ таджикский режим также публикует в соцсетях видеообращения людей, якобы пострадавших от рук Иззата ОМОНа.
ба вазорати корои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунам нисбати иззат ҳамон. На данный момент был выявлен постановочный характер, по крайней мере, одной из таких видеозаписей. Один из оппозиционных ресурсов опубликовал обращение, в котором женщина, представившаяся сестрой Назриева Зубайдулло, говорит, что все обвинения, предъявленные неким Азамджон Иззатуллоевым в адрес Иззата Амона, связанные с ее братом, являются абсолютно выдуманными. Более того, она заявила, что именно Иззат Амон оказал помощь ей и ее брату, который попал в автокатастрофу и находился в тяжелом состоянии, в то время, когда сотрудники таджикского посольства даже не отвечали на телефонные звонки. Посольство занг мезанам 15 бор ҳами посольство телефон ма намебардора қатим гап намезанам. 29 марта 2021 года сотрудники Ленинского РОВД города Бишкек совершили обыск в 6 домах после утренней молитвы и задержали нескольких местных жительниц. После ареста им были выдвинуты обвинения по статье 315 УК КР «Экстремизм и попытка насильственного захвата власти» за участие в мероприятии в защиту чести пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Об этом сообщает кыргызский журналист Перизат Кыргызбаева на своей странице в Фейсбуке. В публикации к тексту прикреплено и видеообращение одной из задержанных, Бакыт Кызы Гулнас, в котором она рассказывает о происшествии и в конце добавляет. Мени жаным чыгып кеткенге чейин пайгамбарыбыз коргой берем. Мени жаным денемден чыгып кеткенге чейин адамдарды намаз окуганга чакыра беремин. Жана ислам өкүмдөрү менен жашоого да чакыра берем. Бул эч качан токтобойт. Силердин канчалык статья койгонуңар, мени канчалык коркутканыңар мага эч кандай пайдасын тийгизбейт. Тактап айтканда, силердин коркутууңар мага өтпөйт. Bunun birden bir sebebi Murda Abdulhamid Халифа токтоткон болсо бизде азыр ал нерсе жок. Напомним, что в ноябре 2020 года в нескольких городах Кыргызстана местные жители вышли на митинги в защиту чести пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в ответ на опубликованные на него во Франции карикатуры. Ушул мазактоого биз кантип чыдап турабыз? Ушунун баарына демократия системасы күнөө. Ушунун баарына демократия системасына келип чыгып атат ушу бузукулук.